и она его как развернется и ударит, я страстей не надо. Ну а мы с вами находимся в восточной части храма. Здесь, конечно, алтарь с китайской. Вот всегда алтарь отделен вот такой стеной. Это иконостас, или просто называют алтарная преграда. В древнерусских храмах, кстати, они были не высокими, одноярусными, такие как у нас. Они были деревянные, резные. У нас же полностью мрамор. То есть специально были подобны такие сорта итальянского мрамора, которые имитировали разные породы деревьев. Поэтому расстояние кажется деревянными резными. Наши камнерезы работали в Италии, в Гену. Они туда приехали, вместе с итальянцами работали, а собирали уже иконостас непосредственно в храме. В Петербург его привезли в разобранном состоянии за месяц до открытия освящения храма. Но вот здесь тоже не обошлось без утрат. В центре мы с вами видим нарядные царские врата. Они появились только в 2012 году. Церемония освящения состоялась в день памяти Александра II, 14 марта. Это по новому стилю, по старому 1 марта. Те, которые были изначально, к сожалению, тоже были изъяты. И эти врата создавали долго, 8 лет. Весят они 600 килограмм, каждая створочка по 300. Основная масса – это серебро. Было использовано 200 килограммов серебра и более 200 оттенков ювелирной эмали. Но все, что мы с вами видим, да, это все цветное, это ювелирной эмали. А вот эти киотики, которые мы с вами видим, да, там тоже находятся иконы Благовещения и 4 евангелиста. Вот киотики были созданы методом гальванопластики, чтобы немножечко облегчить конструкцию царских врат. Но вообще здесь еще предстоит работа. Сейчас, когда идет реставрация, наверное, всегда будет приоритет чему. Вот сейчас приоритет иконостас. Нужно создать то, что здесь нет, воссоздать. Значит, крестик мы с вами видим один, на красном кристаллами можно представить еще 2 таких. Нужно будет воссоздать. В пустующих нишах будет воссоздавать заново изображение на эмалевой основе апостолов. На том, какое было состояние мрамора до реставрации, кстати, уже работу реставратора мы можем с вами оценить. Обратите внимание, внизу на бордово-коричневом мраморе под иконой Вознесения, там даже специально поставлена табличка, вот небольшой серый квадратик. Вот это состояние мрамора до реставрации, потому что храм не отапливался, в советское время он стал портиться, мрамор. Но вот реставраторы пришли вовремя, и мы с вами видим практически в первозданном состоянии иконостас. Мозаику тоже все удалось сохранить, почти все, кроме изображения афонских святых. Вот те, которые мы с вами видим, фланкирующие столбики с маковками церквей, вот там остались только 4. Изначально их было 12. Сейчас все воссозданы. Значит, как воссоздавали вот это изображение? Во-первых, оно состоит из 20 тысяч элементов. Чтобы создать, нужен целый храм. Вот этот небольшой фрагмент, да, небольшой образочек, потому что здесь очень интересная смаль, она не квадратик, она вытянутая в виде дротика. Для того, чтобы этот дротик растянуть, нужно 2 человека. Но вот уже все остальные изображения святых восстановлены, а все остальное это все, что сохранилось. И Вознесение, и Богородица, и Христос, и другая икона рядышком с ним храмовая. Но вот Богородица и Христос, царственно восседающий на троне, это основные образы любого иконостаса, первого яруса. Это парные образы, которые были набраны по эскизам Виктора Михайловича Васнецова. Вообще планировалось, что он здесь будет работать долго, активно. Васнецова не получилось, потому что в это время активно он трудился в Киеве, расписывал Владимирский собор, но тем не менее выкроил время, и здесь тоже поработал. Очень интересный образ Богородицы создает, она печальная, нежность ее в глазах. Она знает, что произойдет с ее сыном, что с ним случится. Она прислонилась к нему, а тот молится, он уже не младенец, практически подросток. И духовное единение матери и сына Васнецов подчеркнул сплетением их рук. Ну а то, что Богородица покровительница России, художник подчеркнул тем, что расписал русский мотив подножия трона Небесной Царицы. Примерно так же мотив он повторяет подножие трона Спасителя. Давайте